Тем временем жители Коми поддерживают стремление региональной власти ускорить темпы переселения из районов Крайнего Севера. Напомним, Владимир Уйба обратился к президенту с просьбой дать поручение разработать соответствующую программу. Сегодня в очереди на переселение 17 тысяч семей из Воркуты и Инты. На сегодняшний день градообразующие отрасли в виде угольной промышленности в городе Инта отсутствует. Раньше помощь в переселении также оказывала, естественно, и руководство угольной отрасли переселяло своих работников. На сегодняшний день данным вопросом занимается только муниципалитет. Очередь продвигается медленно, не так, как хотелось бы лицам, которые нуждаются в переселении. Север, к сожалению, не прибавляет нам здоровья и долголетия, поэтому, я считаю, люди, которые прожили здесь и отдали, и трудились на благо всей страны в районах Крайнего Севера, имеют право на то, чтобы отдыхать и проживать уже в районах более благоприятных климатических условий. Помимо переселения был поднят вопрос и о развитии арктических моногородов. Федеральным правительством утвержден перечень опорных городов Российской Арктики, в который вошли 16 населенных пунктов и крупных агломераций, в их числе Воркута. Город Воркута вошла в перечень опорных пунктов арктической зоны. Поэтому, конечно же, встреча Владимира Уйбы и Владимира Владимировича Путина является очень важной и значимой для воркутинцев. На встрече была сформирована концепция развития арктической зоны, в том числе и города Воркуты. Была выявлена проблематика, а также сформулированы основные принципы развития нашего города. Самое главное, что в основу была положена реалистичная экономическая программа развития. И после данной встречи, конечно же, у воркутинцев появилась надежда, что у нашего города откроется второе дыхание. После этой встречи у нас появилась уверенность в том, что город будет жить.